Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Больничная компенсация на выплату пособий по февральским листкам нетрудоспособности будет дополнительно выделена 76,5 миллиардов рублей. Мы пойдем другим путем. С 15 февраля автобусы столицы республики будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда. Награды соревнований – это только начало. Расскажем о биатлонистке из Нерюнгринского района. Прокуратура Нерюнгри инициировала проведение проверки по факту отключения электроснабжения в селе Иенгра. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении сетевой организации, в том числе сроков устранения аварий на сетях электроснабжения. Напомним, аварийное отключение линий произошло днем 14 февраля по причине повреждения разрядника. Под отключение попало 136 жилых домов, 5 социальных объектов. Работа котельных была переведена на резервные источники питания, вследствие чего нарушение температурного режима не установлено. Потребностей учреждений здравоохранения республики в эту волну коронавирусной инфекции стало меньше. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Лена Афанасьева. За все время пандемии коронавируса в медицинские организации республики было закуплено 16 кислородных станций, 228 прикроватных концентраторов и 195 ИВЛ-аппаратов. По словам министра, 2 кислородные станции уже доставлены в Мирнинскую центральную районную больницу, еще 2 контейнера находятся в пути. Тем временем на выплату пособий по февральским листкам нетрудоспособности будет дополнительно выделено 76,5 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Выделенные средства предназначены для поддержки сбалансированности бюджета Фонда социального страхования. Такие меры, по словам председателя правительства, позволят таким гражданам получать положенные им деньги вовремя и в полном объеме. А вакцинальный центр против коронавирусной инфекции начинает прием детей и подростков с 12 до 17 лет включительно. Запись желающих производится через колл-центры поликлиник по месту жительства. Детей и подростков будут приглашать по определенным датам и по времени. Перед вакцинацией организован обязательный осмотр педиатра. По результатам осмотра врач делает разрешение на прививку. Отметим, что дети и подростки в возрасте от 12 до 15 лет приходят с родителями, в возрасте от 15 до 17 могут подходить самостоятельно. Вакцинация является добровольной и бесплатной. Более того, количество звонков в колл-центры службы 122, которая консультирует граждан по вопросам коронавируса, снизилось на 23%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. По его словам, общее число звонков на прошедшей неделе составило более 3,5 миллионов по стране. Укомплектованность службы 122 в целом по стране выросла на 31% за счет привлечения волонтеров и студентов-медиков. Напомним, единая служба 122 создана в ноябре 2020 года и обеспечивает маршрутизацию звонков в медицинские учреждения, службы скорой помощи, а также консультирует граждан по вопросам COVID-19. К другим темам. Государственная Дума заканчивает сбор отзывов на правительственный законопроект, смягчающий систему наказаний для малого и среднего бизнеса. Одна из новаций – социально ориентированные некоммерческие организации, а также микро- и малые предприятия будут приравнены к индивидуальным предпринимателям. Это означает, что размеры санкций будут снижены. По словам эксперта, подготовленные предложения значительно смягчают правила. Например, законопроект предлагает ввести норму, что в отношении некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего бизнеса за правонарушение применяется предупреждение вместо штрафа. Ну а автобусы столицы республики будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда с 15 февраля в связи с возобновлением дорожных работ на объекте «Капитальный ремонт» проспекта Ленина на участке от улицы Хабарова до улицы Красноярова. Ограничение движения транспортных средств осуществляют в целях обеспечения безопасности дорожного движения и в рамках проведения ремонтных работ на 2 участках от площади Орджоникидзе до улицы Курашова и от улицы Октябрьская до магазина «Иллинэнер». Отмечается, что капитальный ремонт проспекта Ленина на участке от улицы Кулаковского до площади Орджоникидзе планируется завершить до октября текущего года.
В Якутии уже готовятся к летнему отдыху детей. Так создаются лагеря-спутники в муниципалитетах. Ведется работа по проведению инклюзивных смен в лагерях дневного пребывания и организуются стационарные места отдыха. С этого года дети арктической зоны смогут бесплатно отдыхать на лучших курортах России. Из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться по 500 миллионов рублей. В этом году для бесплатных путевок и проезда направлено 30 миллионов, на которые планируется организовать отдых для более 300 детей из арктических районов. Помимо этого, около 500 детей будут направлены на отдых за счет бюджета республики. В рамках действия концепции будет создан ресурсный центр. То есть Сосновый Бор будет ресурсным центром организации отдыха и оздоровления детей. Сейчас идет разработка дорожных карт по муниципальным районам. В районах мы планируем открыть лагеря-спутники, которые будут практиковать лучшие практики отдыха и оздоровления детей. Перейдем к новостям спорта. В Якутске продолжается ход регионального этапа 21-х молодежных дельфийских игр. В этом году участие в отборочных принимают 240 конкурсантов из 28 профессиональных образовательных учреждений. 4 из них – студенты Якутского колледжа технологии и дизайна. Тему продолжит Саргалана Неустроева. В этом году якутяне впервые принимают участие в дельфийских играх по направлению дизайн одежды. Регион будут представлять молодые и опытные дизайнеры, призеры и участники чемпионата World Skills и фестиваля Arctic Fashion Show. Разумеется, помимо таланта и профессионализма, одним из главных критериев участия в дельфийских играх было наличие собственной коллекции. Образы, которые вы сейчас видите, были разработаны и пошиты самими участницами в мастерских колледжа на практических занятиях. Оцениваться они будут отдельно. Однако самый волнительный этап региональных отборочных – это творческий показ. Участницы прошли жеребьевку, выбрали тему и за небольшое количество времени должны создать образ, который они презентуют на следующий день. В силах своих воспитанниц наставники не сомневаются и надеются выйти в финал. С такими студентами интересно самому работать, заниматься, потому что видишь, когда глаза горят, человек не жалеет ни средств, ни времени, ни трудолюбия для того, чтобы достичь своих целей. Но даже если в этом году воспитанницы колледжа не покажут серьезных результатов, то возможность нарастить силы и мастерство есть. Так, в этом году учреждение выиграло федеральный грант конкурса «Молодые профессионалы» национального проекта образования. Поэтому уже в этом году, к 1 сентября, у нас будут 2 наисовременнейшие мастерские по технологии моды и цифровому моделиру. Мне кажется, что это даст уже следующим поколениям наших студентов дальше развиваться в этом данном направлении. Между тем, Якутия продолжает развивать и экспертное сообщество. Так, от региона в этом году участие в играх примут около 100 экспертов. Всего же отборочные проходят в 30 номинациях на 12 площадках в онлайн и офлайн форматах. Что немаловажно, упор в основном делается на применение высоких технологий. Каждое следующее молодое поколение, оно должно что-то взять лучше из традиций и в то же время отвечать вызовам современности. Поэтому наши дельфийские игры, они тоже на это ориентированы. Поэтому большой блок IT-профессий, большой блок креативных индустрий. И даже если, может быть, это традиционные отрасли для нашей республики, но современные технологии, они там тоже используются. Финал дельфийских игр 2022 пройдет с 22 по 27 апреля в Красноярске. Победители отборочного регионального этапа войдут в состав официальной делегации республики и поборются уже за звание лучшего в России. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. А Международный олимпийский комитет подтвердил предоставление патроната 7-м международным спортивным играм «Дети Азии». Также Международный олимпийский комитет высказал слова поддержки и благодарности в адрес Комитета игр за работу в деле продвижения спорта и сохранения его ценностей. Напомним, 7-е международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа этого года. Следует отметить, что «Дети Азии» проводятся каждые 4 года с 1996 года. С 2004 года игры регулярно пользуются патронатом Международного олимпийского комитета. По завершению очередных игр, и крайними были у нас зимние игры, предоставляется отчет Международный олимпийский комитет по соблюдению
тех правил, которые несет за собой патронат. Соответственно, вся та работа, которая была проведена, которая ведется комитетом, именно в части определения места подготовки, места проведения, в частности, во Владивостоке, также были представлены Международному олимпийскому комитету, соответственно, признание соблюдения олимпийских идеалов, олимпийских ценностей. С последних соревнований по биатлону уроженка Нерюнгринского района Ксения Янополец привезла 3 медали. 12-летняя спортсменка успешно выступает на всероссийских соревнованиях на призы двукратной олимпийской чемпионки Анны Багали, которые проходят в 6 этапов. 3 из них уже позади. О планах и амбициях перспективной биатлонистки в материале наших коллег. Первый этап Кубка Анны Багали проходил в Мурманске, где в спринте и суперспринте Ксения завоевала золото и серебро. Второй этап состоялся в Магнитогорске. Там за пропущенные промахи в стрельбе Ксения оказалась на 29-м месте. Но на следующий день, отстрелявшись без промахов, ей удалось продвинуться сразу на 22 позиции и прийти 7-й. В последний день в эстафете вся команда республики, в составе которой выступала Ксюша, заняла 2-е место. Третий этап состоялся в Южно-Сахалинске. Он стал наиболее удачным. Там было 3 гонки. Первый спринт, где мне удалось выиграть с нулем, выиграв всего 8 секунд. Вторая гонка – это была индивидуальная, где за штраф добавляют 30 секунд. Именно это позволило мне выиграть, потому что, отстрелявшись на 0, я выиграла у соперницы 46 секунд, у которой был 1 промах. И в третий день был масс-старт, на котором у меня было 4 промаха, и было очень сложно бороться за первое место, но я была 2-я в итоге. Лыжным спортом Ксения увлеклась в 1 классе, а биатлоном занимается всего 3-й год. В Чульмане, где живет спортсменка, по лыжным гонкам ее тренирует Александр Лукьянов. А вот по стрельбе тренера нет, поэтому приходится тренироваться самостоятельно. Родители создают все условия для подготовки к соревнованиям. Сейчас мы периодически стреляем прямо дома. У нас есть биатлонные установки, у нас есть винтовка своя, биатлонная, пневматическая. Есть приспособления, которые папа сделал, можно стрелять прямо в квартире. Ну и также с этими биатлонными установками выезжаем на территорию леса, устанавливаем 10-метровую дистанцию и проводим тренировки. Мама сопровождает Ксению на все соревнования и представляет как тренер. Она знает обо всех трудностях, связанных с перелетами, сменой часовых поясов и спортивными неудачами. Но те эмоции, которые приносят соревнования, тот характер, который формируется у дочери, компенсируют все неудобства. В дальнейших планах, когда исполнится 14 лет, Ксения хочет попасть на игры «Дети Азии». А пока впереди у юной биатлонистки в этом году еще 3 этапа Кубка Анны Багали. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. К этому часу это вся информация. Хорошего дня.